Ингушский госуниверситет в 2019-2020 учебном году начнет подготовку по 26 новым направлениям, из них 17 в области среднего профессионального образования, 6 специальностей бакалавриата и 3 магистратуры. Об этом на встрече с главой Ингушетии, посвященной обсуждению планов по развитию вуза, сообщил ректор ИНГУ. Университет является ведущим научно-образовательным центром республики. В 2019 году вуз отмечает свое 25-летие. Как отметил ректор вуза, среди 6 новых направлений бакалавриата, которые запускает вуз, экология и природопользование, электроэнергетика и электротехника, нефтегазовое дело, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, социальная работа, лингвистика. Среди направлений магистратуры – зоотехника, агрономия и юриспруденция. Янузбек Евкуров, в свою очередь, обратил внимание ректора на необходимость направления студентов на практику и стажировку в различные сельскохозяйственные и промышленные предприятия региона. Во исполнение вашего поручения университетом проведена работа по открытию новых направлений подготовки. Это технические направления подготовки и сфера услуг, среднее профессиональное образование и высшее образование. Вот это 9 направлений подготовки по высшему образованию и 17 среднее профессиональное образование, среди них такие как информационные технологии и программирование, технологии химического аналитического контроля, технологии эстетических услуг, технологии парикмахерского искусства, гостиничное дело, ну и высшее образование – это экология природопользования, нефтегазовое дело и другие. Эти все специальности открыты, и в этом году выделены соответствующие бюджетные места, и впервые университет будет проводить прием на данное направление подготовки, как среднего профессионального, так и высшего профессионального образования. Вот эти я хотел бы передать. И вот эти. Следующим моментом является то, что определенный интерес вызывают разработки инжинирингового центра. Мы принимали участие в международной выставке импортозамещения, вызвали определенный интерес. И 11-12 февраля у нас будут представители Тюменской области, которые хотят заключить договор о сотрудничестве между университетом и правительством. И соответствующим образом они хотели, если у вас будет возможность, встретиться с вами и обсудить вопрос сотрудничества и с регионом. 2019 год – это год 25-летия Ингушского госуниверситета. Для нас очень важно и значимо, я думаю, для республики события. И будут проходить соответствующие международного уровня конференции. Это университет истории и современности, вопросы модернизации Кавказа, вузовское образование и наука. Это постоянно проводятся соответствующие конференции. И также соответствующий ряд конференций на уровне факультетов и кафедр. Ну, а также примем участие год, этот объявлен годом периодической системы Менделеева, совместно с Министерством образования республики мы будем проводить, я думаю, эту работу. Ну и «Наука плюс». Далее хотел бы отметить, что в этом году мы завершим строительство жилья для профессорско-преподавательского состава в городе Магаз, и в конце года мы завершим строительство учебно-лабораторного корпуса для естественно-научных специальностей, где будут обеспечивать процесс и оснащен для специальности лечебное дело, химия, фундаментальная химия, биология и частично физика. В этом направлении будет соответствующим образом проведена работа и открыта. И хотел бы также доложить о том, что сейчас уже обнародованы результаты эффективности высших учебных заведений России. Мы входим в число эффективных, и для того, чтобы улучшить свои показатели, мы проводим работу по привлечению иностранных студентов в университете. И в этом году мы начнем подготовку 60 студентов из Индии. Помимо этого, мы будем открывать новые направления технического плана, сферу услуг и педагогического, которые востребованы для общеобразовательных школ Республики Ингушетия. Ну и также особое внимание будет уделено вопросам качества подготовки и научная составляющая, как продолжение соответствующей и закрепление изученного материала. И привлечение студентов, молодых студентов и молодых ученых в рамках, на базе университета существует соответствующий центр молодых ученых России, региональное отделение. Соответствующим образом будет проводиться работа. То, что вы сейчас ввели в практику и среднее профессиональное образование, оно нужно для того, чтобы колледжевая система все-таки была и высшее техническое направление. Это тоже важно, поэтому надо быть проходить. Ну и плюс, конечно, здесь посмотрите, те, кто сегодня есть, я имею в виду в ВУЗе работают, те, кто на пенсии находится,
те, кто уехал за пределы республики. То, что мы с вами обсуждали по развитию агропромышленного сектора, Да. свои теплицы, вы тоже над этим поработаете, тем более сейчас у нас и клубника появляется, уже там сады, не говорю, уже тепличное хозяйство очень мощное, и на базе вот этих уже так, бюджетообразующих организаций сейчас индюшатина пойдет, это мощный проект, мясомолочный комплекс, чтобы стажировки наши студенты проходили именно этих. На соответствующих предприятиях. Стажировка Хорошо. должна быть, конечно, с оценкой. Я там просил бы все-таки очень серьезно к стажировке отнестись. Потому что если приходит, в лучшем случае и уходит сразу, это неправильно. Они должны получать задания, они должны выполнять конкретные задания на стажировке. На это обращать тоже внимание.